Ну, данная лекция будет посвящена трайбализму, одному из таких малоизученных, на самом деле, аспектов жизни казахстанского общества. Ну, здесь нужно понимать, что такое трайбализм вообще. Трайбализм – это трайб – это племя. Трайбализм – это принцип жизни общества, в котором ваша родоплеменная принадлежность может сильно влиять на вашу повседневную жизнь и вообще на вашу социализацию и карьеру. То есть здесь стоит отметить, что, конечно, часто в Казахстане путают разные понятия. Такие понятия, как трайбализм и непотизм. Непотизм – это протекция по отношению к своим родственникам, получается, как бы помощь им. Но при этом надо понимать, что под непотизмом подразумевает всех родственников, а под трайбализмом всегда надо понимать, что это жизнь в рамках одного рода. То есть, согласно трайбализму, например, ваш родственник по маме, он вам родственником не является. Это либо жиен, либо там нагаше, но это не ваш родственник, потому что их так назвали по-другому. Соответственно, мы видим, что в рамках вот этого трайбализма и непотизма у нас есть разные подходы к пониманию и видению, как это общество должно развиваться. Это вот один момент стоит отметить. Второй момент. У нас казахское общество, оно состоит все из разных казахских племен. То есть это было средневековье, то есть любой казах, он все-таки знал свой род и племя, он имел свое происхождение, он имел свое место в этой жизни, как говорится. И это место, конечно, было связано с его родом и племенем. Здесь, безусловно, стоит отметить, что это, конечно, было все обусловлено материально. То есть если вы являетесь членом какого-то рода, то есть там родились, соответственно, вы являетесь фактически миноритарным акционером какой-то земли. То есть у вас есть родовая земля, и вы как бы, если вы относитесь к этому роду, значит вы этой землей пользуетесь. Если вы к этому роду не относитесь, соответственно, у вас нет никаких как бы прав на эту землю. И здесь вот мы подходим к тому, что какая была повседневная жизнь вот казахских кочевников вот в эпоху казахского ханства. Во-первых, вот мы уже сказали о том, что все жили родами. То есть, во-первых, вот все аулы, это были аулы родственников. И, на самом деле, если вы хотите посмотреть, как это все происходило в XIX веке, конечно, там были искажения, которые были написаны в советское время, но вот возьмите «Путь Абая». Если вы возьмете «Путь Абая» и прочитаете его, а потом возьмете «Шижире» рода Тобыкте и посмотрите, кто является главными персонажами, то вы выясните, что «Путь Абая» — это вообще летопись рода Тобыкте. Как эти родственники между собой дружили, воевали, плохо относились, хорошо относились. То есть это на самом деле, по сути, это история огромного рода. И взаимоотношения там с другими родами там минимум. То есть и все главные герои или антагонисты, они относятся к этому роду Тобыкте. Поэтому очень интересно посмотреть, потому что именно вот через вот такую литературу можно понять, какова была повседневная жизнь. И, соответственно, в каждом ауле жили родственники, происходящие от одного там ата, условно говоря. Там, это может быть там, в 5-м колене, в 3-м колене, но все это было вот примерно так и есть, как это было описано нами ранее. То есть и здесь стоит отметить, что помимо коллективной собственности на землю, надо понимать, что в то время рода и племена это были все-таки ячейки общества, которые имели сильную автономию. То есть в казахском ханстве власть хана была слабая, то есть он не мог никому ничего приказывать, у него было ресурсов мало. То есть если, условно говоря, в Золотой Орде мы посмотрим, власть хана была сильной, это было сделано за счет того, что ему принадлежали города, а города это деньги, а деньги это власть. И, соответственно, он мог командовать людьми, мог там делать определенные репрессии, то есть и там уже все как-то более-менее слушалось его. А если мы возьмем чисто казахское общество, где города играли вообще минимальную роль, то выясняется, что на самом деле как бы племена всегда имели политическую самостоятельность. То есть если хан хотел пойти в поход на тот народ или на тот род, племя всегда могло отказаться, сказать, что вот у нас там нагаше, либо мы с ними дружим, либо у нас там кудалар, мы воевать с ними не будем. Поэтому хан всегда получал такую оппозицию по отношению к себе со стороны вот этих родовых единиц. И вот это как бы все накапливалось, все смотрелось, и мы, получается, имеем такую картину. И самое интересное, конечно, все то, что на самом деле, если мы возьмем военное дело казахов, то окажется, что наши полки, наши вот эти все военные подразделения, они тоже формировались на родовом принципе. Ну, как бы тут своя есть логика. Во-первых, стоит отметить, что если у вас в полку все ваши родственники, то вы гораздо лучше будете воевать, чем за соседей. То есть, соответственно, мы видим, что вот такие случаи, как вот
когда погибло 37 султанов в одной битве, в другой 24 султана, это показатель того, что люди не отступали. Если они воевали, то они воевали или погибали вместе с родственниками. То есть, и, соответственно, если у тебя родственники погибнут, ты останешься один, ты фактически теряешься полностью, ты не имеешь никаких прав, у тебя сразу статус падает жестко. Поэтому лучше уже идти до конца в одной бригаде, условно говоря, со своими родственниками. Поэтому вот эти все военные подразделения, они были как раз таки связаны вот с тем, что это все строилось на родовом принципе. И поэтому можно было четко отследить, какой род, какую получал должность или социальное положение, исходя из того, что вот он делал. При этом стоит отметить, что вот когда мы говорим про уран, и у каждого племени был свой уран и была своя тамга. Тамга — это как бы метка для того, чтобы отмечать скот свой. Соответственно, это такой, условно говоря, как герб рода, условно говоря. А уран, он был, как раз таки имел военные функции, то есть он говорил о том, что где кто воюет. То есть, когда идет такая пыльная битва на конях, то, соответственно, выкрики с ураном какого-то рода, они говорят о том, какая диспозиция у нас сейчас. То есть, вот, например, на правом фланге кричат уран, там, условно говоря, Акжол, значит, аргыны на правом фланге наступают. И это уже можно говорить о том, что вот как надо вести себя, координировать свои действия по отношению с этими племенами, которые наступают с того края. То есть, соответственно, для полководца это было очень важно посмотреть, как вообще битва происходит. То есть, поэтому эти ураны, они тоже имели свою военную функцию. И вот мы получаем такую ситуацию, когда вот действительно вот эти рода, они играли очень-очень большую роль, и их корпоративная солидарность вела к тому, что ханская власть просто падала в авторитете по полной, и, конечно, ханская власть уже зависела конкретно лично от хана, а ресурсов у него было всегда мало. И вот получается, до революции, до вообще советской власти, и даже в первые годы советской власти, трайбализм и вот это отношение к племени, оно играло огромную роль в жизни любого казаха. То есть он через этих родственников мог там вытащить, сделать карьеру, там еще что-то. Но это, конечно, шло именно по родственникам по прямой мужской линии. То есть те случаи, когда женская линия какую-то роль играла, они были просто минимальные. То есть и поэтому надо понимать, что под трайбализмом надо понимать именно средневековый аналог непотизма. Это часть непотизма, но это средневековая часть, то есть это не целое. И когда мы говорим про трайбализм в современном Казахстане, его как такового не существует. Существует непотизм. А трайбализм, он классический, он остался в Средневековье, он умер. То есть сейчас, например, часто бывает так, что родственники со стороны матери, они ближе, чем со стороны отца, потому что мы живем в условиях города, и в условиях, когда женщина имеет гораздо больше прав, чем в Средневековье. Поэтому как бы мы имеем абсолютно другие категории. И здесь стоит отметить, что вот, безусловно, когда советская власть, она пришла, она увидела, что рода, они имеют, во-первых, большую корпоративную солидарность, во-вторых, они имеют, условно говоря, там, автономию. И они могут быть оппонентами по отношению к советской власти. Потому что эти рода, они реально единицы общие были. То есть они раньше могли противостоять ханам, теперь сейчас они могут противостоять власти другой, не ханской, а именно советской. И поэтому, конечно, во многом Голодомор, он выбил из всю эту как бы философию, то есть фактически произошел голод, а большие рода, они распались на отдельные семьи, то есть прошла атомизация общества, и в принципе, получается, в авторитарному и тоталитарному государству очень выгодно атомизированное общество, где нет никаких больших объединений. И, соответственно, это как бы позволяет людьми управлять гораздо более эффективно с точки зрения вот такого тоталитарного подхода. И вот именно Голодомор и последующие события, он привел к тому, что у нас трайбализм умер, у нас родовое общество умерло, и все стали как бы больше такими атомизированными единицами. Безусловно, у нас в Казахстане существует ностальгия по трайбализму. У нас есть родовые объединения, у каждого рода свои объединения, которые выпускают чижире, проводят круглые столы, общаются. Но по сути это уже не то, что было ранее, и трайбализма как такового нету. Ну и, конечно, стоит отметить, что на самом деле случай Баянаула — это очень важный случай для вот описания вот этой истории. Это вот, например, мы знаем, во-первых, всегда споры о том, какой род является родным, не родным, это на самом деле всегда имело под собой реальную материальную как бы заинтересованность. Вот мы знаем, что в 19 веке в Баянауле жили 3 рода, Басиндин, Каджас, еще один аргынский род, кажется, Айдабол, и они спорили между собой, кто из них кырмек, кто из них вошел в состав аргынов. И на самом деле по генетике они все обычные аргыны, но просто спор о том, что он кырме, это спор о земле. И вот это как бы спор 3 родов, это был спор все-таки о земле. Ну и понятно, что когда уже в Баянауле все это уже
трайбализм был побежден, но он был побежден во многом, его остатки инерции оставались. Вот как бы мы, когда говорим про Каныша Иманпановича Сатпаева и его школу, и про академиков, которые вышли из Баянаула, во многом это все, конечно, часть трайбалистской традиции, когда, в принципе, родственников подтягивали. И они как бы становились таким, условно говоря, ядром для того, чтобы выстроить новую архитектуру общества. То есть вот тот же Каныш Иманпанович Сатпаев огромное количество людей из Баянаула перевез в Алматы, сделал академики, помог им, раскрутил их там. Ну, понятно, что в конце сам пострадал из-за этого, из-за того, что его обвинили в трайбализме. Но по сути, вот когда мы говорим про трайбализм классический, это, конечно, Баянаул был. И, конечно, есть еще понятие, как бы, что в Шымкенте трайбализм существует, но это уже, мне кажется, гораздо менее, это не так, скорее всего, потому что все-таки существует больше непотизм. Непотизм плюс еще вот как бы такие новые социальные связи, нетворкинг такой казахский. Но это, по сути, это не трайбализм, а именно вот немножко другие формы как бы приспособления к текущей ситуации социальной. Поэтому вот мы имеем такую ситуацию, получается. Ну и как бы заканчивая вот как бы про трайбализм, стоит отметить, что на самом деле мифы о трайбализме, они немножко не соответствуют реальности. То есть в Казахстане трайбализма не существует. То есть и плюс еще не надо бояться, как говорится, того, что вот люди помнят свой род, племя и происхождение, не надо бороться с этим, потому что на самом деле принадлежность к роду, племени и происхождения, она укрепляет идентичность в определенной степени в этом глобальном мире. А если вы его стираете из него все, вы можете получить человека без отчества, отечества и всего остального. То есть поэтому как бы на самом деле необходимо, конечно, вот эти родоплеменные, ностальгию по родоплеменному делению использовать как часть как бы в укреплении национальной культуры и укреплении таких национальной идентичностей, и чем бороться с этим.